Ладно бы это щука была. У нас там щука еще одна осталась. Сейчас дадим ей время успокоиться, и на обратном пути мы еще там покидаем. Оп, вот она, вот, оп. Опять была поклевка на том же месте. Какой хитрый язь. Язь точно желтый выходил. Язик, язик, дрын тебе в глазик. Ну, не хочет. Ну, не хочет, как хочет. Пошли дальше. У нас поклевочка. И это у нас окунь. Окунь, окунь, окунек. Так. Сейчас мы точно всю рыбу так порастеряем. Так, там лужа глубокая. Язь у нас где-то там. Ладно, надеюсь, найдем. Надеюсь, найдем. Два окуня и язь уже. На берегу, скажем так. А дождь идет. А дождь идет, не переставая, уже, наверное, около часа. О, еще поклевка. А мама дорогая, ты-то куда? Взял на мушку мелкий окунь. Как-то вот так. Такая вот рыбалка в грозу. Один окунь не успел включиться, взял вообще вот здесь рядом с берегом. Пойду закину к тому окуню, чтобы ему веселее было. Все нормально, окушки. Так. Ну и где ты? А, вот там он. Вдвоем им будет веселее. Будет что рассказать. Один будет говорить: ты здесь как? Да вот. На рыбку накинулся один в один. Я не думал даже, что это приманка. Блин, не поверишь, такая же фигня, блин. Думал, рыба как рыба. Бац, а там тройник, блин. Не думал, что так получится, блин. Вот так и говорят они сейчас, стопудово. Что говорят, рыбы молчат. Да хрен они молчат. Пусть поболтают. А мы вот до конца камней дойдем. И надеюсь, когда-нибудь это все закончится. Этот дождь. Это гроза, блин. Так, походу надо убирать рыбу. А тут чайки. Две чайки тут начали кружить прямо над рыбой. Заметили, вот одна, вот вторая. Для вас я сюда их кинул. Два круга сделали, все ниже и ниже. Обойдутся. Такая корова нужна самому. Ладно, пойдем закинем рыбу в лодку. И опять придем. Заодно попробуем ту щучку поймать. Вон. Еще и язик здесь у нас. Нормально. Нормалек. Вот такой вот язик. Вот такие вот окунярики. Так, ну что. Рыбу мы собрали. Отнесли в лодку. Вон что творится. Громом молнии. В общем, вернулись к нашей щучке. О! Давай, щуренцы. Под грозовые под громовые раскаты. Давай, 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 давай. Я знаю, что ты где-то здесь. Давай, 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 давай.
Или ты ушла куда? Мы как договаривались, что я за тобой вернусь. А ты меня не дождалась. Ты меня не любишь. Ты меня не любишь. Ну. Не хочет. Ну ладно, не хочет как хочет. Опа! Есть еще щука. Вот она, наверное. Наша щука просто ушла чуть пониже. Худая-то какая, а? Опа-на, опа-на. Так, что у нас у тебя? А, я знаю, что у тебя во рту. Тройник у тебя во рту. Ай-яй-яй-яй-яй. Твою мать. Нет, все, отцепил. Отцепил. Вот еще у нас одна чуренция. Одна сошла, одна пришла. Места много в лодке. Так что, пока дождь идет, будем рыбачить. Скорее всего, это та щука есть, просто она ушла пониже. Мы ловили ее там, возле проволоки, она вот метров 30 ушла пониже. Туда, где мы поймали первых двух щук. Вот такой вот воблер. Покажу поближе, если получится. Был с хвостиком, стал без хвостика. Виннер написано. Виннер хорошо заглубляется. Играет отлично. Как вы сами видите, работает по щуке, по окуню, по язю. Тучка у нас уходит. Появился просвет. И это хорошо. Значит, скоро поедем. Ну вот и прошел дождь, как будто его и не было. Небо опять очистилось, солнца нет, небольшие тучки, но грозовой фронт ушел вверх по течению. Это получается куда-то в сторону юга, наверное. Ну а мы во время грозы, во время дождя, где-то около часа, наверное, рыбачили. Начало было вообще изумительное. В общем, вот такой вот улов здесь у нас. Раз, два, три. Три язя вижу. Раз, два, три. Три щуки точно вижу. И окуней, наверное, штук десяток как минимум. В общем, подведение итогов сделаем, как доберемся до места. Потому что по пути домой я еще, скорее всего, 2-3 места попробую остановиться. Ветра нету, и самосплавом немножко покидать спиннинг. Несмотря на проливной дождь и грозу, я вот полностью сухой, благодаря вот этому плащу. Немножко вот здесь рукава намокли, потому что, крутил спиннинг. Сам полностью сухой, потому что плащ действительно непромокаемый. Ткань Осфорд, как они говорили, производители. Это тоже вездеход 11, там делают эти плащи, где сделали мою пластиковую лодку. Вот, кто захочет заказать, имейте в виду, что 5% скидки на любой товар в этом магазине по промокоду Коми-Рыбак вам должны предоставить. Так что заходите ВКонтакте, набирайте вездеход Максиход 11 и смотрите, что есть в данном магазине. Ну а мы поехали. Поехали, пока по новой не началось. Троечку, наверное, еще заветных мест, таких хороших рыбных уловистых мест попробуем. И скоро, наверное, уже пора домой. Совмещаем полезное с приятным. Сегодня у нас рабочий день.
Пришли на новое место, переехали. И сейчас мы попробуем. Глубина здесь небольшая, травка растет. В принципе, щука здесь должна быть. Должна, но не обязана. Опа, это что, зацеп? Зацеп. Сейчас плавимся немножко. Если щука есть, если щука берет, то она не заставит себя долго ждать. Она себя покажет. Буквально метров 100. Сплавимся, наверное, 150 максимум. Об траву цепляется воблер. Здесь мелко. Но, в общем, не будем загадывать, посмотрим. Покидаем. Да, нет. Потом, если что, съездим еще ямку проверим. Одну. Пока не проверишь, не узнаешь, есть там рыба, ловится, не ловится. Потише проводить, наверное, надо, чтобы воблер глубоко не заглублялся, так как здесь мелко. А так как он хорошо играет, если щука есть, она, в принципе, должна хапануть. Ну, как обычно, до первой поклевки выключаемся. То была атака щуки. Вот здесь вот. Но, к сожалению, она не зацепилась. Такая полкилошечка где-то, может чуть больше. Но была атака. Прямо удар такой резкий со стороны. Сейчас покидаем ту сторону, может быть еще хапанет. Щучка есть, она показала себя, но нам немножко не повезло. Специально. Опа, есть. Вот она. Опа. Вот она ударила. Вот она есть. Без сачка как тебя вытащить? Вот так вот. Вот без сачка вот так вот ее и вытаскивает. Подсак нужен. Не всегда щука заглатывает хорошо. Вертушку, да, бывает заглатывает хорошо. А так вот воблерок, она бьет со стороны и обычно только за губу цепляется и все. Так, ну что, еще одну атаку щуку мы видели. Будем ждать следующую. Так, ну что, не прошло и получаса после той грозовой тучи, то что прошла, надвигается вот новая. И мы, наверное, не будем испытывать судьбу, опять стоять и ждать, когда пройдет дождь, когда пройдет гроза, опять громыхает, молнии, опять идет грозовая туча, и мы, наверное, поедем-ка лучше домой. На жареху рыбу мы поймали, малосолочка с щук будет тоже, в серединке тушку отправим на малосолку, голову, хвосты на жарку. Я здесь заморозим. Вот она. Ну как вот ее без очка? Бляха-муха. Вот это была полторашечка, двушечка, наверное, не меньше. Был бы подсак, она была бы здесь. А так как я вытащу ее без подсака? Блин, вообще что-то непродуманное я сегодня. Подсак-то нужен, так бы фрикцион походу затянут. Что-то не сработал. Как мы видим, щука есть. Щука берет. И это хорошо. Значит, надо найти время и целенаправленно. Опа, есть. Что-то есть.
Что-то у нас есть, но это что-то красное. Окунь, наверное. Или что это? Язь. Язь Иваныч. Язечек. Четвертый язь уже у нас. Рыба уже все. Активная рыба. Клюет, вода уже упала, значит, надо найти время как-нибудь выехать на серьезную рыбалку, а не так между делом. Хотя, как мы сегодня видели, между делом у нас тоже неплохо получилось. Улов, я так думаю, не хуже, чем был на открытии, когда у нас позавчера было открытие, да? Прошло 2 дня. Ну, запуталась. И мы поймали не хуже, чем тогда. Так, ну что, 5 раз еще закину. И все. Раз. О, есть поклевка. Сход. Есть поклевка, есть. Так, что это у нас? А это у нас окунь на мушку. Окунь. Загладь окунь. Вот такой вот красавец окунь. Взял на осу. Вот тебе и 5 раз. Первый заброс и сразу поклевка. Ну как вот уйти с такого места, а? Душа радуется. Наконец-то это все началось. Летняя рыбалка. Как долго я этого ждал. Продольники, да, не удалось порыбачить на продольнике, но ничего страшного. Я вам скажу, спиннинг даже интереснее, чем продольники. Намного. Тут адреналину хапаешь, там все-таки так себе. А тут красота. Особенно как трофейная. Ну, трофей не трофей, но вот сейчас вот последняя щука, что ушла, килограмма 2 была, наверное, как минимум. Я сразу понял, что она уйдет, потому что зацепилась за край губы. Вижу траву, глубина 1,5 метра где-то, наверное. Самое то для щуки. Лучше, конечно, вдвоем рыбачить, потому что обкидывается больше территории и больше шансов поймать, обловить участок. Так, пока в одну сторону закинул, вторая сторона, может, там какой трофей не плавает, проходит необловленный. А так вдвоем сидишь, втроем это уже много. Трое в лодке, не считая собаки, это бардак. Можно без глаза остаться. Так, ну что, или прошла она? Ну давай порыбачим еще. До первой поклевки пока выключаемся. Надеюсь, она будет скоро. Итак, друзья, не успели мы добраться до дому. Опять догналась нас туча и пошел дождь. Как говорится, свадьба Малиновки, как в кинофильме. Опять власть меняется. Все, одеваем плащ и пережидаем эту непогоду. Ну а заодно вот сюда вот покидаем. Место тут, в принципе, уловистое. Может быть, что-нибудь доклюнет. Это дамба у нас здесь вот речка выходит. Здесь мы ловили щук. Щука здесь есть. Есть язь. В общем, покидаем. Переждем дождь. Не по кайфу ехать под дождем. Ой, как не по кайфу. Все. В общем, мальки шугаются, кто-то их шугает по-любому. Скорее всего, это щука. И сейчас мы это посмотрим. Первый заброс. Малька здесь немерено. Мы его здесь даже ловили
На обыкновенный платок. На мешок ловили прошлый год. Кто-то его гоняет, или он просто так плещется. Сейчас мы это посмотрим. Щука здесь есть, но здесь очень много травы возле берега. Тут идет глубина, и потом сразу трава начинается. И вот на этом спаде они с глубины стоят и атакуют. Вон, поймали траву уже. Не хотят. Не хотят. Что-то им не нравится. Ну-ка в той стороне. Здесь я ловил самую крупную щуку, вот 6,5 килограмма. Вот здесь вот. Вода была чуть поменьше. Поймал на свой день рождения, 17 июля. В этом году у меня юбилей. Не знаю, может тоже на рыбалку поехать. Я не знаю, где-то, наверное, 3 или 4 дня рождения отмечал на реке. Просто уезжаю от гостей, от всего. И справляю день рождения на рыбалке. В тот день я тоже поехал на рыбалку. Дня на 2-3 отметил в деревне день рождения немножко так с мужиками. Маханул немножко рыбацкого. Потом приехал все на рыбалку и с 5 вечера до 9 вечера поймал 4 ведра рыбы. Вот это был день рождения. 2 щуки 4,5, 6,5. И кроме этого еще 3,5 ведра рыбы было. Клевало просто на ура. Естественно, ни о каких 3-4 днях речи быть не могло. Я собрался быстренько и до 12 был уже дома. Потому что чистить столько рыбы один, это мне бы пришлось всю ночь. А так я еще успел отметить. Без 10-12 что ли приехал домой. И смотри, не хотят. Ну ладно, не хотят, как хотят. Хотя кто-то вон гоняет. Сейчас попробую мелкую блесну поставить, погонять. Еще раза 3 закину. Так, друзья, есть поклевка. Не знаю кто. Щучка. Тащим нагляк. Вот так вот. О, была моя. Сошла в лодке. Вот такая вот щучка у меня. Полезает в кузовок. Взял вот там вот на глубине. Еще разик кинем. Вот там вот. Ну как глубина? Начало дамбы. В принципе там не очень-то и глубоко. Резкий спад. Видать там стоит. Не успел я поменять. И не буду, наверное. Мелочевку ловить не будем. Будем ловить крупную рыбу на воблер. Потому что мелочевку щука, как мы видели, не берет. Мелкую вертушку. Ставил крупную вертушку, что-то тоже не хочет. Воблер самое то. Жалко, что нам не по течению домой, так бы оттолкнулись. Дом у нас выше по течению. Опа, есть. Есть. Еще щучка. Ну, ты дойдешь? Нет. Дошла. 5-я щучка. Это 100 пудов была моя.
Заглотила хорошо. Ну, ладно, в общем, вот такая вот щучка небольшая. По счету она 5-я. Отлично. Мы даже за раз с ними сегодня не управимся. Еще и на завтра останется свежачок. Вот так вот. Кан у меня сегодня большой, вместительный, так что милости просим. Килограмм на 8. О, вот она плесканулась. Или щука, или язь. Но был выход. Был выход. Пошел дождь и пошли поклевки. Видать, у них с дождем видимость похуже оттуда. Дождя нет, поклевок нет. Видать, вот этот, то, что моросит дождь, вот так вот в траву прямо сейчас закинем. Вот там вот был выход. Потихонечку будем проводить. Вот где-то здесь. Ну, давай, давай. Если это щука, она хапнет. Если это язь, не факт. Блин, травы хапанули. Да, без плаща бы я сегодня конкретно намок. Все, этот дождь пройдет и точно домой поедем. А то потом поздно будет. Ладно, до первой поклевки сейчас покидаем, может быть возьмет. Так, сход. Была, друзья, поклевка. Поклевка щуки и сход. Не знаю, заметили, не заметили. Я просто тихонечко тащил и не получилось подсечки. Вот там вот. Сейчас не знаю, возьмет, не возьмет второй раз. Вот так вот медленно тащил. Она атаковала. Протащил где-то пару метров и выплюнула. Во. Это что? Это что такое было? Это язь или щука, я не понял. Всплеск такой хороший. Малькова они здесь гоняют. Ну-ка, держи. Вот тут вот. Сейчас смотрим, друзья. Потихонечку буду. По идее, должна ударить. Не-а. Облом. Значит, это был язь. А язь не всегда кидается на воблер. Бывает. Сейчас попробуем. Не будем пробовать. Ну, все, третий раз. Давай. Давай, язёк. Или кто там, щурек. Ну, не хочет. Не хочет, как хочет. О, смотрите, кого я поймал. Мелкого окуня. На мушку. Сейчас попробую забросить с этим мелким окунем. Вот так вот. Рыбалка на живца. И потихонечку буду проводить. Полоскает сегодня капитально. Если бы не плащ, я уже был бы напрочь сырой. Не знаю, как будет качество звука, видео. По идее, GoPro воды не должна бояться.
Опа, зацеп. Ну, поливает капитально. Так. Первый блин комом. Первый заброс без рыбы. Попробуем еще. Вот это... О, окунь улетел у меня. Эй, бог с ним. Все, друзья, выключаемся. Вот такая вот красота. Ливень идет. Звонила супруга, у них тоже ливень. Все, хвастался, что у нас нет дождя. 3 недели лета. Вот тебе и пришли к нам дожди. Ну ничего. Главное, чтобы ненадолго. А так влага земле тоже нужна была. Все. Выключаемся, пережидаем, в общем, этот ливень. И поедем домой. Но просто так сидеть не будем. Покидаем спиннинг. Так, в общем, надоело мне стоять на одном месте. Тут течение идет в обратку. И решил... О! Это кто у нас такой мощный? Окушок. На мушку. Будешь вместо живца, пока не слетишь. Но уже вроде слетел. Не знаю, как видно, как слышно. О, вот был всплеск. Или язя, или щуки. Нет. Не слетел. Окунь еще на месте. Это хорошо. Правда, не знаю, что будет, если щука хапнет этого окуня. Там маленькая мушка только. Ну, двойничок, в принципе. Шанс есть вытащить, если заглотит. В общем, все, слетел. Слетел окунь. Остался только воблер. Так, просвет немного есть. Нормально, скоро закончится. Но минут 15 поливает. Сегодня вообще намочило конкретно уже. Опа, есть. Что-то. Опа, сход. Была поклевка. Непонятно кто. Но судя по поклевке, это был окунь. Или язь. Ну, не щука. Вот я заметил, дождь идет, поклевки лучше под дождем. Не знаю почему, но это так. 2 раза атаковала щука или язь, я не понял, кто это был. Но, как говорил Леонид Якубович, играл, но не дошел ход. Прямо тут вот на поверхности раз, потом 2. Потом я остановился, он прямо подошел. Воблер у меня плавающий. Еще раз атаковал, но не зацепился. Что-то ему не понравилось. Иди сюда. Язёк поменял блесну. Вот он. Вот такой вот язёчек. На воблер не захотел. Поменял вертушку маленькую, поставил. С 3-го заброса он все-таки клюнул. Опа.
Опа, 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 перебор. Закинул прямо на остров. Небо вроде проясняется, но все поливает и поливает. Достало уже. Все, все, хватит, дождичек. Так, ну чё, вроде тучка ушла. Еще с полчасика как минимум полила. После озя поклевок не было. Ну и не хотят как хотят. Скорее всего, рыбы здесь нет. Может, не берет, не знаю. В общем, свою рыбу мы поймали сегодня. Это достаточно. Трофейную щуку. Ну как трофейную? Крупная была, килограмма 2, наверное. Ушла. Без подсака мы ее не вытянули. Ну то, что было наше, мы поймали. Так, все, последний заброс. И на сегодня хватит. Ну давай. Давай, хапай. Или сейчас, или никогда. Кто не успел, тот опоздал. Не хочешь, не надо. Ты сам выбрал. Все, 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 все. Все, сказали, сделали. На сегодня хватит. Поехали домой. А там уже дома сделаем подведение итогов. Как-то вот так вот прошел сегодняшний день. Совместили полезное с приятным. Рыбу мы поймали. Работу свою сделали. Вороны, чайки залетали. Все хорошо. Дойдем до дома, сделаем подведение итогов. Поехали. Поехали, поехали. Плащ не буду снимать. Может быть, по дороге пойдет дождь. Так что поедем с плащом. Мы пойдем с плащом по реке Печора. По реке Печора мы с плащом пойдем. До свидания, Печора. Надолго не прощаемся, скоро приеду.
на той свече. Вот проволоку причищаю и еду дальше. Это русская техника. Но если все хорошо работает, она едет. Отверстие, видать, заделать. Немного осталось. Скоро будем дома. Ну что, друзья, вот мы и дома. Практически дома на берегу. Доехали с Божьей помощью, все нормально. И улов оказался вполне такой достойный. Вон, где-то около 8 килограмм. Это точно. Так, куда бы высыпать, чтобы меньше испачкать. Вот. Вот такой вот улов. Друзья, села батарейка. В общем, вот такой улов. 7 щук, 5 язей и 13 окуней. Один вон, больше язя, наверное. Хороший улов, достойный улов. В общем, друзья, такая получилась рыбалка. Совместили полезное с приятным. Все хорошо. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока. Увидимся скоро.